Уважаемый Владимир Владимирович, я думаю, что это ваша инициатива. К чему? Не ради галочки вот собраться и мы должны открыто сказать, что мы хотим. Показать всему миру, что Россия плюс Центральная Азия, что у нас есть проблема. А действительно, оказывается, есть. У нас эти пятерки уже одни разговоры, одни информации, получение информации, выкачивание информации, показуха, никакого эффекта. Америка плюс Центральная Азия, Южная Корея плюс Центральная Азия, Япония плюс Центральная Азия. Скоро, наверное, Пакистан тоже Центральная Азия, Индия Центральная Азия. Кто остался еще? Япония. А? Что нам не хватает? Что-то не хватает. Что-то здесь мы не срабатываем. Как это было, главная причина развала Советского Союза. Я думаю, что вы не обижаетесь. Мы были свидетелями с вами. Я был свидетелем, как развалился. Я участвовал в этом зале съездов, как развалился Советский Союз. Тогда, вы меня извините, как и сейчас, не было внимания малым республикам, малым народам. Внимания не было. Не учитывались традиции, обычаи, все остальное. Не оказали помощь, поддержку, развитие. Ведь сейчас люди куда идут? Вы вчера назвали 2 миллиона. Это не... Я хотел, сегодня хочу сказать, не 2 миллиона. Это 2 больше миллиона наших граждан, которые вылетают в Россию не только на заработку. Заработка не больше 600 тысяч. Через вас вылетают другие страны. И вот посмотрим, в следующем году уменьшится на 50%. Потому что дорога закрыта. Вылетать не могут. И потом обучаются, лечатся. Но традиционно притягивают, они же жили в одной стране, они идут куда? Ни в Иран, ни в Пакистан, ни в Саудовской Аравии, там еще делать нас никто не ждет. Идут в Россию. 30 лет я свидетель. Вот зампремьер сидит, пускай не обижается. Я же говорю, я не это самое. С неба не провалился, я свидетель. Проводим бизнес-форумы. Где? Мои коллеги не обижаются. В Астане, Ташкенте, как это было при бывшем Советском Союзе. В Киеве, Беларуси, Минск. Минск, Киев, Алмата, Ташкент. Остальные республики как были, это самое. Давай молоко, давай хлопок, давай это, давай это. Никакой инфраструктуры нет. Таджикистан был разделен на 3 части. Полгода север не мог дорогу посещать, Бадахшан полгода там закрыт. Дорогу не было. Сейчас почему? На какой-то несчастный бизнес-форум в Таджикистане мы умоляем, я дал поручение министра иностранных дел, выходи. Но мы ждем, я с вами даже говорил. Выходи на Верещука, на другие, чтобы хотя бы на уровне министра присутствовал. Нет. На уровне замминистра. Вот Таджикистан заслужил это. Стратегический партнер. А что? Вот что мы что не так поступаем? У нас обучается 2,5 миллиона школьников русскому, и так учебники, не хватает учебников. 30 лет об этом мы говорим, не хватает до сих пор. Учебники не хватает. У нас обязательно изучение русского языка с детского сада. Так? Что там мы делаем? Военные базы есть, полигоны так как были, так и остались. Все, у нас, вот спасибо, вы меня извините, 30 тысяч, сейчас мы не будем назвать их беженцами, или перемещенные русскоязычные вернулись к нам, они передают по всему морю. Вот это
это не мигранты, там и трудовые самые. Смотрите, вот мы в Таджикистане так, показываем по всему миру и передают из Таджикистана реальную информацию. Ну, из нас сделали так, что мы страны, которые, не знаю, да, мы малый народ. Нас не 100 миллионов, не 200 миллионов, но у нас есть история, культура, мы любим. Мы хотим, чтобы нас уважали. Ничего не надо. Уважали. Мы не нищие. Мы не нищие. У нас богатая страна. Запасы минеральных ресурсов больше, чем система Менделеева. Я свидетель, все бизнесмены из России только сливки. Что есть углеводородное сырье, нефть и газ интересуют их. Нефть и газ. Давайте, где нефть и газ там. А почему горнорудной промышленности, цветной металлургии, так? Драгоценные металлы, драгоценные камни, и очень много. И даже стратегическое сырье для военных, которых нет в мире. Я вам рассказывал, когда вы были у меня. По запасам Таджикистан занимает первое место. Никого не интересует. Ну давайте, вот мы собрались, давайте создадим условия. Где что-то мы нарушили, где-то мы с кем не так поздоровались. Ну здороваться будем. Но мы никогда не нарушали. Как бы всегда уважаем интересы своего главного стратегического партнера. Ну хотим, чтобы нас уважали. Мы хотим, чтобы наравне с африканскими странами, мы видим, с другими странами. А что, мы какие-то чужеземцы или какие-то самые, что ли? Ну давайте. И вкладывать много денег не надо вкладывать. Вот в наших странах. Да, надо вкладывать. Надо вкладывать. Миллиарды, которые можно это как бы за короткий срок окупается. Во всех сферах. Ведь наши трудовые мигранты к вам, выезжают к вам, они работают, а так просто не зарабатывают, они работают же.